А еще в регионе сейчас проходит общественное обсуждение нового проекта территориальной схемы размещения отходов. С самим документом каждый из вас может ознакомиться на сайте Минприроды. Предложения и замечания принимает специально созданная рабочая группа при ведомстве. Проектом предусмотрено строительство мусоросортировочных комплексов в Сыктывкаре и Ухте, а также установки обезвреживания отходов в некоторых труднодоступных населенных пунктах. В Госсовете обсудили основные болевые точки. Ольга Коняева подробнее. Жалоб за 2 года стало меньше. Мусор в большинстве муниципалитетов вывозится. Но в глобальном плане реформа в регионе лишь в самом начале пути. По-прежнему не хватает минимального контейнеров и порядка вокруг них. А из тех, что есть, 70% отжили свой век. И тут рекоператор, органы местного самоуправления и управляющие компании приводят взаимные обвинения для собственного оправдания. Мы испытываем трудности по вывозу ТКО по причине отсутствия подъездных путей, а именно нерасчищенных дорог общего назначения и на внутридомовой территории. На сегодняшний день у органов местного самоуправления до сих пор отсутствует актуальная информация о количестве и месторасположении всех контейнерных площадок в районе. Реестры контейнерных площадок, утверждаемые муниципалитетами, во многом не соответствуют действительности. Безусловно, муниципалитетам нужна помощь, но ответственность муниципалитетам за их участок работы тоже никто не снимал. Они должны работать с региональным оператором и вместе находить решение. Региональный оператор, он понимает свое монопольное положение на рынке, он единственный, он диктует, и не всегда его действия получают нашу поддержку, потому что он по отношению к муниципалитетам и своим подрядчикам бывает ведет себя неправильно, но это нужно корректировать и своевременно об этом давать информацию. 40% юридических лиц вообще не заключили договор на вывоз мусора. Убытки рекоператора – 90 миллионов рублей. Однако у предпринимателей своя правда. Нормативы по торговым объектам не дифференцированы. Вы магазинам, которые продают меха, включили тариф по квадратуре. И в день 3 пакетика чайных мусора скапливается, а ценник выходит по 10 тысяч рублей. И ладно, это все впоследствии как-то урегулируется. Вы этим самым подорвали вообще полностью доверие. Есть огромное количество дочек крупных предприятий, которые точно так же жалуются постоянно о том, что заключен договор, вот только вывести не могут. Претензии к региональному оператору у подрядчиков, причем финансовые. Один из перевозчиков сейчас пытается получить плату за работу в суде. Если решение устоится и перевозчик будет предъявлять исполнительный лист, он предъявит судебным приставам, это более 100 миллионов, будет заблокирован счет, будет возбуждено сполпроизводство. То есть риски уже не регионального перевозчика здесь возникают. Здесь риски возникают в целом субъекта в части невозможности работы рекоператора в связи с блокированием счетов. В столице Коми уже начались предпроектные работы по строительству мусоросортировочного завода в Дырнасе. Второй должен появиться в Ухте, тоже, как ожидается, в 2022 году. Но там по-прежнему не решен вопрос с земельным участком. Из 9 полигонов региона несколько находятся в приаэродромной зоне и могут быть закрыты федеральными органами. Полигоны, которые находятся сегодня ближе, чем 15 километров, это то, что нам рекомендовано. И это в федеральной схеме, которая сейчас разрабатывается, РЭО, будет нам как красный флажок. Наш Сыктывкарский полигон, он этим красным флажком уже сейчас для них помечен. И это во многом затрудняет вопрос по введению мусоросортировочного комплекса именно в пределах и в периметре этой платформы. Возник у депутатов и вопрос по неработающим или незавершенным объектам, строившимся на бюджетные средства по региональной госпрограмме, которые могли бы стать новыми точками в территориальной схеме. Карткерос, проектная документация не прошла экспертиз, поэтому и принято к стройке даже не было. Те площадки, которые построены, они в схеме есть, мы их предлагали для эксплуатации, в том числе как площадки временного накопления и перегрузки региональному оператору. Сегодня он целесообразности в этом не увидел, равно как и в той площадке накопления, которая за рекой, в Сизябске, Выжимском районе. По Сторожевску полигон процентов, наверное, на 70 готов. Сейчас администрация проводит работы по переводу земель. После этого полигон будет запущен.
После устранения замечаний полигон и еще 3 площадки накопления начнут действовать в Кайгородском районе. Новые объекты в Ижме, Мадмасе и Троицко-Печорске в плане на 2022 год. В Усть-Цильме, Сивой Маске, Елецком и Кожве оборудуют установки термического обезвреживания отходов. В перспективе такие новые технологии должны решить мусорные проблемы всех отдаленных населенных пунктов. Прорабатываем вот как раз орловскую технологию, будем ее представлять и показывать здесь в республике как полностью безопасную технологию по утилизации, термической утилизации отходов. С получением действительно 10%, мы уже неоднократно были на заводе и смотрели эти технологии, мы сейчас их дорабатываем, еще раз говорю, действительно остается 10% зольного остатка 4 класса отходов, которые можно применять в строительных каких-то делах. В новой территориальной схеме размещения отходов будут учтены замечания федеральных, региональных ведомств, депутатов, общественности. Это только одна из встреч. Обсуждение завершится 10 декабря. Сейчас важно выработать механизмы решения системных проблем. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.